Здравствуйте, мои дорогие друзья. Так, с рынка приехала, но решила просто рынок выпустить роликом отдельно, а дальше что я сегодня буду делать отдельно. И пока вот хочу здесь разобраться. Это, как вы видите, вчерашние моя икра. Сейчас я ее уберу. Вот. Она еще теплая, представляете? Хотя уже послеобеденное время, я не сразу стала снимать. Я немножко отдохнула, потому что очень рано сегодня встала. Даже намного раньше, чем до утреннего намаза. Проснулась и решила больше не ложиться. Занималась кое-какими делами. Сейчас вот это вот все я уберу. Видите, какая красота. Вот. В комментариях уже писали, что и готовили такое, и очень вкусно. Я, конечно, тоже в этом уверена. А теперь я хочу, вот буквально вот посмотрела, мне так понравилось, а у меня много груш пропадает. Сейчас буду закладывать груши сюда. Я вчера, как бы, между прочим, заложила, пока было у меня время, хотя было все полное, видите, как высохла груша. Вот. И попробовала, вот именно сушеная, она настолько приятная, настолько вкусная, потому что вот это вот сорт груши, это моя собственная груша с моего дерева, с нашего. Она такая кислая груша, какой-то необычный вкус груши у нее. И как-то вот когда ее ешь свежую, она как-то и не пахнет грушей. А вот сейчас я вот взяла, поела кусочек. Прям такой запах, аромат именно грушевый. Мне понравился. Так что я буду сушить сколько смогу. Жалко, что дегидратор, конечно, маленький. Но он помогает очень. Прекрасно сушит, если только успевать закладывать. Мне кажется, вот компот из этих груш именно зимой будет очень вкусный, пахучий. Да и пожевать просто будет очень приятно. Я люблю сухофрукты. А домашние, тем более, они ничем не обработаны, они чистые. Купишь сухофрукты в пачке, они во-первых, и дорогие, даже просто вот набор, который самый дешевый, и они все бывают грязные. А тут, видите, как чисто, красиво. Знаешь, что положил, что продукт качественный. Яблоки также посушу. Сегодня насколько дешевые кабардинские яблоки были, правда? Но у меня еще есть свои с огорода, правда. Их я хочу тоже немножко и посушить, и хочу повидло сделать. Да и из груши, наверное, повидло сделаю, потому что груша кислая, и мне кажется, повидло будет вкусное. Просто варенье не едят. За сколько? Вот месяц, где-то недельки 3, наверное, у меня вот 700-граммовая банка, если не месяц. Открытая стоит, только я немножко ем. Они даже не прикасаются к этому варенью. Грушевому, я имею в виду. Мальчики едят только варенье из малины и из клубники. Все варенье, которое они могут поесть. Так. Видите, сейчас протрем немножко. Хочу положить. Снова, пока сидела, отвечала на комментарии, нарезала. Читала, отвечала. Нарезала грушу. Так что заложим новое и пускай. И я вам покажу, что я еще, конечно, мало насушила, но насушила все-таки и болгарский перчик. Вот так вот дольками нарезала. Видите, какая красота. Груша такая сочная, правда. Но она не мягкая, она вот крепкая груша прям. Сейчас я ее вам покажу. Вот такая вот груша. Видите, какая она крепкая. Но в этом году она меня очень даже вот подводит. Сорвал мне сын каждую грушу по отдельности, срывал прямо там же на лестнице, заворачивал в газету, аккуратно складывал в ящик. Это недельку тому назад, наверное, даже чуть-чуть, ну, может быть, чуть-чуть пораньше. Мы поставили в кладовку в темном месте, потому что, ну, хотя бы до конца ноября она у меня всегда сохранялась.
Потом начинала портиться, конечно. А раньше вообще не портилась, до декабря прекрасно сохранялась. Я не знаю, атмосфера это, что это. Вот буквально позавчера пошла посмотрела, что же там с ней. Во-первых, она уже совсем созрела. Обычно так быстро не зреет. Она стала совсем мягкой, я вам попозже покажу. И она стала портиться. Прям вот сильно-сильно. Меня так это расстроило. Я хотела, чтобы она сохранилась, потому что когда она мягкая, ее и мама любит поесть, да и дома можно ее поесть и сохранить побольше, потому что груши много. Вот. Хотела до того, как она упадет, собрать. И так я раздавила, ну, отдала, за 2 заловкам своим повезла. Соседям тоже раздам завтра, в четверг. Ну, наверное, из одного ведра посмотрю, там сколько получится. Сделаю все-таки повидло, джем, не знаю, что, посмотрим. А надо было еще больше, да? Хорошо входит. Я не думала, что так много войдет. Сейчас быстренько почищу и положу. Короче, вот так вот заложу опять-таки мой дегидратор Оберхоф. Он действительно, друзья, хоть и который подешевле, который не такой мощный, у них есть и мощнее, и лучше, но он меня выручает уже 3-й год. 3-й год у меня этот дегидратор работает верой и правдой. Так, вот хочу вам показать, как я высушила болгарский перчик. Видите, ну это, конечно, его очень мало. Вот. Я вот именно хотела, нет, я не хочу его измельчать, а вот именно хочу, чтобы вот так вот кусочками. Мне нравится, когда вот в супе, особенно в супе, когда вот так вот кусочками болгарский перчик. Тут немножко тут зеленушки, потому что я в 2 отсека и петрушечку положила, тоже высушила. Видите, она уже, просто ее надо вот так вот размять. Но я еще буду сушить и болгарский перец, и зелень буду сушить. А пока сегодня вот быстро сейчас еще 3 отсека груш положу. Вот такая вот, видите, груша. Это просто хорошо. Ну и все. Дальше буду показывать, что я буду сегодня делать. Ну вот. Нарезала грушу, положила. Теперь включим на 60 градусов и на 24 часа. И все, и забыли о нем. Это я просто сделаю, знаете что? Скорее всего, даже не буду в этом ни в банке, может быть, в банке хранить, как вы думаете. Скорее всего, я сошью, у меня есть материальчик ХБ. Сошью мешочки маленькие и, наверное, в нем буду хранить. Мне кажется, так будет лучше. Что сухофрукты, что это? 2-3 мешочка разных сошью. И буду хранить. В этом году не получилось у меня. Я высушила немножко, правда, только вишню. В прошлом году только столько высушила. И прям с таким удовольствием всю зиму ела. И вот по ходу, пока это делала, думаю, надо много-много насушить, потому что Мадинкиным деткам зимой тоже будет очень вкусно варить компот. Они любят соки, компоты, поэтому вот как-то так. Так, пришли мои вещи, заказанные на фирме Tupperware или Tupperware. По-разному, короче говоря, про нее говорят. Сами вы знаете, что, в принципе, я подсела на это, но это не мое. Я поэтому не распаковала. У меня такие же ножи есть. Это набор из 6 ножей. И вот такой вот топорик. Это понравилось Танзиле, и она заказала их себе. Они, конечно, дорогие. Около 12 тысяч, где-то 11 900, по-моему, точно не знаю, набор стоит. Я не помню, по-разному, иногда бывают акции, но ножи безупречные. Это не реклама, вы только не думаете, что я рекламирую. Нет, это не реклама. Так, вот мой любимый нож для овощей. Он вообще прекрасно все, овощи режет прекрасно. И купили вот такой вот точилку. Мышонок называется. Так, сейчас открою.
Вот такая вот точилка. Я купила себе ее. Ну вот, эта точилка и вот этот вот контейнер умный холодильник я купила сама себе. Мне надо было, чтобы вот был такой контейнер, чтобы запахи не переходили. Мне он понравился, я его купила. Купила также эту точилку. Ну и, конечно, Танзиле понравились ножи. И вместе с ножами она тоже себе купила такую точилку. Это ее вещи. А вот эти вот красивые, вот прям вот красивые чаши. Я еще удивилась, я же их не заказывала. И я ей пишу: Лейла, ты, наверное, ошиблась. Ее тоже зовут Лейла. Я говорю, набор чаш, наверное, ты ошиблась. Она говорит, нет, я не ошиблась, это тебе в подарок. Вот такие вот чаши мне подарены. Три такие чаши, они прям... Вообще, я не знаю, мне нравится эта посуда, конечно, она дорогая, утварь кухонная, но красота. Вот так вот. Сейчас я не помню точно стоимости этих вещей, но это где-то 2000 точно стоит эта штука, по-моему. Контейнер я не помню. Честно признаюсь, не помню, но тоже не дешевый. Товар не дешевый, конечно. Но я немножечко, хотя бы сама себе же могу позволить подарки покупать. Раз, подсела, что поделаешь. Каждый же с ума сходит по-своему, да? Вот как-то так. Друзья, я уже пропустила помидоры, болгарский перец и морковочку. Поставила варить аджику. Она у меня почти уже закипает. Вот, поработала. Но я не стала снимать, потому что аджики у меня навалом на канале. Просто расскажу вам сегодняшний свой день, да? Так, мне еще нужно сделать салатик. Но я пока очень захотелось и мне самой поесть, и ничего готового нет. Но и опять меня, наверное, мое тесто выручит. У меня есть в холодильнике тесто. Вчера делала лепешки, и оно у меня осталось, как видите, вот. Сейчас поставлю сразу сковороду и сделаю просто пышки. Конечно, это не очень хорошо для фигуры, но мне просто сейчас не хочется что-то другое делать. У меня нет ни супа, ничего, к сожалению, и нет никакой заморозки даже, чтобы закинуть. Вот такая я плохая хозяйка. Но есть тесто. С начинкой не хочу, вот именно сделаю пустышки, быстренько сделаю. У нас есть немножко сметанки. Купила сегодня растительное масло. Вот такой вот огромный канистр. Не люблю, правда, но я его перелью потом куда-нибудь. Не люблю. Я просто взяла, чтобы выносить его удобнее с рынка, не покупать. Ничего себе такого не купила сегодня. Если купила 4 килограмма сливы. Может, немножко посушу, а может быть, скорее всего, мы будем их есть просто. Я люблю очень сливы. А так, для себя ничего не купила, поэтому не показывала вам, никакой распаковки не сделала. Купила ящик помидор. Купила еще болгарский перец. Что я еще купила? Острый перец. Значит, помидоры, болгарский перец и острый перец. И зелень. Все, больше ничего не покупала. Потому что морковка у меня есть, лук у меня есть. Баночки купила. У меня не было баночек 700-граммовых. Сейчас принесу муку. И знаете, друзья, мне писали, что из этих семян делают хорошую приправу такую. Их надо высушить. Я сейчас просто приготовлю кушать. И отделю семечки. И напишите, как это, что как делать. Мне в комментариях писали, что высушивают вот эти вот семена. И потом в блендере, по-моему, да? Или в кофемолке. В кофемолке, наверное. Измельчают. И это хорошая приправа получается для супов, для чего-то. Для разных блюд. По-любому. Так, вот это вчерашнее тесто, друзья. Остаток.
Мы сейчас его... Надо было чуть-чуть пораньше, конечно, вынуть, чтобы оно согрелось, но нет. Я просто за это самое... С этой аджикой потеряла счет времени. И не знала, сколько времени. Оказывается, уже пора. Как только мулла на азан прозвучал азан, на намаз мулла позвал, только тогда поняла, что уже время. Счет времени потеряла. Поэтому ничего не готовила. Ну, а тесто меня выручит. По-любому. Гидратор работает у меня, шумит. Так, как я сказала уже в этом ролике, наверное, не сказала, аджика у меня на заказ варится. И теперь еще мне нужно сделать овощной салат тоже такой. Я его, конечно, называю индусским салатом, но это обычный салат. Просто помидоры, болгарский перец, морковочка, лук. Все вместе. Кто-то пережаривает отдельно лук, я не пережариваю. Я все вместе кидаю, очень вкусно бывает. И тушу. Аджика не закипела, еще нет, не закипела. Аджика захотела на улицу. Так. Пышки мы любим все. Как я сказала, из муки, что бы я ни готовила, в любое время едят. Еще нет. Но единственное, что вот не едят они у меня потом. Люди же вот холодные оставшиеся едят на ужин или утром. Вот не любят уже. Один раз поели, едят только сразу свежее. Поэтому лишнее готовить. Вот я и вчера и финглуш приготовила только вот прямо вот впритык, чтобы нам хватило. Потому что потом разогревать они не любят. Ни разогретые, ни холодные. Чтобы не выкидывалось. Я делаю только столько, сколько нам нужно будет. Ну, стараюсь, по крайней мере. Если там один-два и останется, то или я сама его съедаю, или животным даем. Их тоже, в принципе, чем-то кормить же надо. У меня кошки любят тоже выпечку эту такую. Из этого не буду печь, пускай будет в холодильник, потому что нам хватит. Лучше я приготовлю сразу свежие. Масло разогрелось.
Кстати, тесто на второй день, если оно не лучше, то ни насколько не хуже. Оно прекрасно поднимается и становится пышным-пышным. На рынке чего только сегодня не было, правда? Нужны только деньги. Кое-что дорого, кое-что и недорого. Правда, я очень пожалела, что в тот раз, по-моему, что в воскресенье было, еще не помню, когда я была на рынке, я покупала болгарский перец, там был по 50 рублей. Я пожалела, что не взяла больше. Ну, опять-таки, я бы не смогла его весь и, ну, как бы переработать, потому что времени у меня бывает мало. А я еще не заморозила, друзья, в этом году перец. Немножко только заморозила, буквально там совсем мало. В прошлом году мне очень пригодился перец. Ну, болгарский перец замороженный всегда нужен. Видите, какие пышненькие получились. У нас только 3 дома, мама, я и Девер. И нам не хватит. Есть сметанка, есть аджика. В принципе, можно любую соленье открыть, но я не хочу сейчас ничего открывать. Надо будет какой-нибудь супчик сварить. Так, большой уже закипает тоже. Сыры дорогие, правда, были, да? Так, и подписчица была, ну, наши поняли, ну, что она говорила. Она говорила на ингушском языке. Мне, конечно, очень приятно. Она поблагодарила меня за ролики, за все. И, говорит, тоже занимается готовкой еды. Но кое-чему и у меня научилась. Мне очень, конечно, приятно. Большое ей спасибо. Вообще, конечно, радует. Меня радуют любые подписчики, которые мне пишут хорошо, говорят хорошо, в принципе, да, кого это бы не радовало. Но особенно, когда все-таки вы просто не подумаете что-нибудь, но когда довольны и радуются именно, ну, как радуются, ну, хорошо отзываются обо мне свои соотечественники, мне, конечно, тоже очень-очень приятно. Мне приятно, конечно, любое, от любого человека, но вот, что, я надеюсь, вы меня поняли, что все-таки понимают меня мои, меня это очень радует. Я надеюсь, вы меня поняли. Вот смотрите, какие пышечки. Ну, конечно, эти пышечки. Покушаешь их, сам пышечкой становишься. Ну все, больше, конечно, я ждала слова, что пока, по крайней мере, ничего Tupperware покупать не буду. Дорого-дорого, там у них все дорого, но
Не знаю, что-то вот не понравилось. Снова себе дала, что ничего не буду покупать, все равно этот умный холодильник купила. Ну просто вот в холодильнике иногда все-таки бывают некоторые запахи, да, переходят. Не хочется, чтобы они были, особенно вот для творога мне хорошо. Этот контейнер хранить в нем творог. Так, на днях обещаются приехать Танзила с внуком. У них выходные. Ну, в школе выходные. Каникулы, вернее. Так, вспомнила, что у меня есть сыр все-таки. Это тоже от Tupperware. Это самая сырница. Так, ну как всегда. Если я снимаю, то меня прерывают. Так, я, по-моему, говорила, что это тоже у меня сырница от Tupperware. Этот нож тоже. Его, между прочим, Зинаида Копьева очень рекомендовала для всего. И для овощей, и для всего. Но для овощей мне все-таки нравится именно другой нож для Tupperware. От Tupperware. Для овощей специальный там есть. Ну, ножи мне нравятся, друзья. Я не знаю. Конечно, дороговатое удовольствие. Но нравится. Так. Юлю я накрою здесь, а мы с мамой будем кушать там. Я никак еще не сделаю ремонт у мамы. Но, наверное, где-то с понедельника, скорее всего, начну уже. Все, я надеюсь, я на эти дни, ну, в эту неделю справлюсь со всеми своими делами, с солениями, со всем. И уже спокойно начну там убирать. А может быть, приедет и Танзила мне поможет. Там посмотрим. Хотя она сама уже тоже у себя делала ремонты. Ну, вот так вот у нас вот такой вот будет сегодня обед. Конечно, это ближе, лучше было бы или завтрак, или ужин, но у нас будет обед. Видите, какие они пышные, мягкие, вкусные. Вот. Обычно как мы сюда макаем. Можем сюда макнуть или с сыром, ну и чаем запьем. Что поделать, бывает такое. Ну вот как-то так, друзья.